Здравствуйте! Доброе утро! Последний день лета провожают с вами Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедзянова. Приступим. Сегодня у лошадей праздник. Им сегодня полагается отдыхать, наслаждаться жизнью и вкушать всевозможные лакомства. Вот как. Вот как интересно. Это, кстати, не шутка. По православному календарю сегодня день Флора и Лавра, а они на Руси считались покровителями лошадей. А что еще интересного вы узнаете сегодня? Смотрим в анонсе. Приятного аппетита! Готовим оригинальные запеченные яблоки. В кино обзор кинопремьер на эти выходные. Форма, простые упражнения для тонуса тела. Возможно, следующую новость стоит читать с грустным лицом, но я не смогу. Конец лета для многих людей по всему миру означает что? Начало учебного года. Все правильно. Уже завтра в школах России пройдут праздничные линейки, но есть дети, которые приступят к учебе, не выходя из дома. Семейное образование. Эта модель становится все более популярной у современных родителей. Однако, как это работает, узнаем из нашего следующего сюжета. Сейчас некоторые родители решают обучать детей дома. В каких случаях оправдан такой подход к образованию? Почему семья принимает решение забрать ребенка из школы и о чем важно знать, если и вы решили поступить так же? Дарья Шакурова обучает сына дома самостоятельно. Она знает его интересы, наклонности и старается заинтересовать его материалом, который он должен выучить. Что-то Тимур делает самостоятельно, а что-то с мамой. Перевести сына на семейное обучение супруги решили обоюдно. Артур, папа Тимура, преподает сыну точные науки, а Дарья – гуманитарные. Мы успеваем сделать намного больше. У нас несколько языков, абсолютно это не напрягает, нам это легче, это весело. Мы просто можем сразу на 4 языках разговаривать, пока гуляем, определенные фразы, которые мы уже выучили. Больше игровой форме, больше фана, как выражаются мои знакомые. Это school fun. Это не school, где я после работы устал, и у меня нет сил, и мне сейчас нужно заставить этого ребенка, он не хочет, он тоже устал. И вообще по физиологии делать уроки после 7 – это очень тяжело, уже чисто мозг уже отключается, он ложится спать к 8 часам. Каждый день у Тимура расписан практически поминутно. Предметы такие же, как и в общеобразовательной школе. Русский язык, математика, труд, физкультура. После обеда мальчик посещает кружки. А иногда он приходит на работу к маме в детский сад и сам проводит занятия у детей. В последний раз он рассказывал им о лягушках на занятиях по окружающему миру. Поначалу я боялся, потом привык, и дети все начали понимать, так поняли. Еще мама хотела снять на видео, мне пришлось еще раз рассказывать это все. Конечно же, тем, кто решил перевести ребенка на семейное обучение, важно знать и о минусах этого процесса. Об одном из них нам рассказала Дарья. Если вы не справитесь с собой в плане организации себя как руководителя, ведь вы теперь руководитель вашей маленькой компании, да, то у вас потом будет накапливаться это и будет взрыв. И, конечно же, если у вас нет помощника, который научит вас справляться в этой организации, то вы можете не справиться и кинуть это дело. Потому что это дело новое, неизвестное. Психологи уверяют, перед принятием такого важного решения родителям нужно взвесить все «за» и «против», так как семейное обучение выдвигает перед ними определенные и очень серьезные требования. Обучать ребенка в школе или перевести его на семейное обучение каждый родитель решает сам. Но помните, что вся ответственность за любой сделанный выбор лежит только на вас. Все-таки надо быть достаточно смелым человеком, чтобы отказаться от веками отработанной системы школьного образования. Мы привыкли доверять профессионализму педагогов. В конце концов, школа – это не только образование, это опыт общения со сверстниками, навыки формирования социальных контактов и решения проблем. Поговорить о том, в чем плюсы и минусы семейного образования, мы решили с организатором проекта «Хочу учиться» Катериной Чао. Доброе утро, Екатерина. Расскажите, пожалуйста, нам о проекте и о том, как пришла идея его создать.
Здравствуйте. Во-первых, хотела поблагодарить вас, что пригласили, потому что очень много мифов по семейному образованию, да. Вот. И у нас есть сообщество родителей, которые как раз поддерживают друг друга, потому что нас не так много. Вот. Проект «Хочу учиться» — это дистанционная аттестация по школьной программе. Вот. Как пришла идея? Ну, на самом деле хочется, конечно, поддержать как раз меньшинство, да, родителей, которые выбирают альтернативные способы образования детей, в первую очередь. Вот, и отсюда родился проект. То есть родители против того, чтобы ребенок ходил вообще в образовательную школу, получается, и больше в домашней обстановке, мне кажется, так, избегая каких-то психологических, наверное, проблем, я не скажу, что против. На самом деле просто ищут люди альтернативу, да, не всегда вот есть один директивный путь, который вот всем подходит, да. Есть родители, которые как бы выбирают немножко другие пути. И семейное образование — это не всегда образование дома. То есть это может быть какая-то семейная школа, это может быть репетиторы, это могут быть просто сообщество родителей, которые нанимают преподавателя и как бы образуют своих детей. Ну, так, вот, огромное количество. Да, такой дополнительный путь. А вот всем ли детям подходит вот такое образование, или есть все-таки такие, которым это вот прям противопоказано? Я думаю, что, конечно, вообще семейный путь образования подходит не всем. И здесь даже, возможно, дело не в ребенке, а в родителе. Потому что семейное образование — это всегда родитель несет ответственность за образование ребенка. Он не перекладывает ее на школу, а полностью должен осознавать свою ответственность. И от этого отсюда уже выходят вот разные пути, да, насколько родитель готов к этому на самом деле. Ну вот не все родители обладают педагогическими знаниями какими-то, да, и вот не все понимают, как рационально нужно выстроить вот это вот образование, скажем так, вне образовательной школы. Не является ли решение забрать ребенка из школы каким-то вот, проявлением безответственности? Ой, вот просто мы сталкиваемся, наоборот, с гиперответственностью на самом деле, да. То есть в нашей, опять же, как бы в нашем кругу и вообще с родителями, с которыми я общаюсь, это родители, которые, очень сильно берут ответственность на себя, потому что тут получается контроль какой-то, да, прям все, по крайней мере, можно отследить, да, как ребенок обучается. И вот, например, очень много разных, опять же, альтернативных программ, с которыми можно ознакомиться, да, как выстраивать тайм-менеджмент, как делать учебный план, да, для родителей на семейной форме образования. То есть здесь очень много разных вариантов альтернативных именно. Как интересно. Да, получается, на самом деле это же еще и серьезные испытания. Например, все дети испытывают во время сдачи государственных экзаменов. Это ГИА после 9 класса, это ЕГЭ после 11 класса. А как дети, подготовленные вот на домашнем образовании, подходят к этим экзаменам? К ОГЭ и ЕГЭ вы имеете в виду, ОГЭ, да. Как раз очень такая тема важная. Да, важная тема, потому что как раз вот мы 9-11 класс открываем в своем центре. Будут, естественно, специальная подготовка, да, и психологическая, и организационная, и как это все записывать, как это все оформлять. Естественно, то есть мы к этому просто готовим не в течение 11 лет, а в течение 2-3 месяцев последних, когда нужно сдавать ЕГЭ. Это очень как бы другое совершенно отношение ко времени, да. То есть все родители сейчас пытаются как-то снизить вот эти вот затраты на время обучения. Хорошо, подведем небольшой итог нашего разговора. Да? Какие семьи могут позволить себе домашнее обучение ребенка, а каким людям вообще лучше от этого воздержаться? Позволить себе те люди, которые, во-первых, имеют хороший достаток, которым, например, мама может полностью, не полностью, а посвятить все-таки большое время на образование ребенка, потому что это менеджерские функции, да, то есть где, как и что он будет обучаться. Время, деньги и желание, естественно. Не все родители хотят образовывать своих. Как бы вот у них нет желания, это нормально, да, кто-то там работает, не знаю, телеведущим, а кто-то образовывает своих детей. Это как вот проект свой, да, то есть такая же профессия, собственно говоря, она требует времени. А у меня вот такой еще вопрос, скажем так, а если ребенок все же хочет учиться в школе, а родители категорически против?
Я вот вообще против этого, на самом деле. Я за выбор свободного ребенка, и так. когда мы индивидуально подходим, естественно, к ребенку. Если он хочет, если он гиперактивный, если ему хочется общаться, почему нет? Я вообще не против школы, на самом деле. Вот. И, ну, здорово, когда школа подходит. Но это, не, опять же, не 100% случаев. То есть Вот. идет разговор также еще и с детьми, не Конечно, только с родителями. безусловно, Принимают безусловно, решения да. совместно. Да. Ну что ж, спасибо большое. Вы нам на многое открыли глаза. Мы Да. задумались. Да? Слышим Действительно, своих ребенок детей. волен, действительно, лучше всего, чтобы выбрал сам, решил, где он хочет учиться, и самое главное, чтобы от этого был хороший, только хороший результат. Спасибо вам большое. Удачи вашему центру. Ну а мы прервемся на рекламу и скоро вернемся. Здравствуйте, мы продолжаем, и прямо сейчас узнаем, что же сегодня нам сулят звезды. Овны. Удачное время для деловых операций. В карьере могут произойти благоприятные перемены, но для этого следует разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами. Авторитет и репутация тельцов могут подвергнуться неожиданным нападкам. Проявите характерную для вас сдержанность, постарайтесь не сорваться и не воспринимать критические замечания в свой адрес близко к сердцу. Близнецы, будьте осторожны сегодня, не поддавайтесь на авантюры в сфере профессиональной деятельности. Противопоказаны любые коммерческие операции, связанные с риском. Вы потеряете больше, чем приобретете. У раков тоже не самый благоприятный день. Лучше отложить решение важных вопросов на потом. Вероятны мелкие конфликты с окружающими людьми. Лев, ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад. Упорное целенаправленное исследование цели принесет удачу. Избегайте шумных компаний. Сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию. Завтра можно, сегодня нельзя. Да. Девы, благоприятный день для духовного совершенствования. Постарайтесь помириться со всеми, с кем вы находитесь в ссоре или в натянутых отношениях. Сегодня нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность и эгоизм. Как интересно. Добрее надо быть. Конечно. К слову о ссорах и натянутых отношениях. Популярнейший во всем мире фрукт яблоко в мифологии и религии часто становился причиной неприятных последствий. Так довольно часто встречается мнение, что именно яблоко предложил змей-искуситель Еве. Все мы знаем, чем это закончилось. Ну да. Не надо есть яблоки. И если верить древнегреческим мифам, яблоко послужило причиной Троянской войны. А в русских сказках встречаются молодильные яблоки. Их тоже все так и норовили украсть. Так что, приготовив яблоко по нашему сегодняшнему рецепту, обязательно поделитесь им со своими близкими, чтобы оно не стало яблоком раздора. Для приготовления этого простого, но очень вкусного десерта вам понадобится 30 граммов грецких орехов, 40 граммов кураги, 10 граммов мускатного ореха, столько же корицы, 1 столовая ложка меда и 20 граммов изюма. Этих ингредиентов хватит для 3 запеченных яблок среднего размера. Лучше, если они будут сладкого сорта. У яблок аккуратно вынимаем сердцевину при помощи ножа, так чтобы не повредить донышко. Сухофрукты с орехами измельчаем в блендере. Добавляем мускатный орех, корицу и мед. Смесь тщательно перемешиваем и заполняем ею углубления, которые заранее сделали в яблоках. Ставим яблоки в форму для запекания. На дно заливаем полстакана воды. Отправляем яблоки в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем, пока яблоки не станут мягкими. Не забываем время от времени поливать яблоки сиропом, который образуется на дне формы. Готовые яблоки можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита! Очень вкусно, сытно, сочно. Продолжаем, да? Продолжаем. По-осеннему вкусно. Когда-то граждане нашей страны считались самыми начитанными в мире. Ну, конечно.
Ведь это было во времена Советского Союза. По телевизору всего 2 программы, никаких тебе социальных сетей, YouTube-каналов, виртуальных игр. Единственное развлечение – это книги. Однако именно чтение помогает сохранять молодость мозга, является профилактикой болезни Альцгеймера, улучшает память. Так что пользу чтения никто не отменял. А вот что почитать, нам порекомендует Вера Гаранина. Николай Свечин, «Касьянов год». Литературные гурманы хорошо знают этого автора и его постоянного героя Лыкова, сыщика Лыкова. Особенность книг Николая Свечина в том, что он умеет так закрутить детективную интригу, а потом так замечательно вписать ее в историческую летопись, что когда читаешь, вроде бы читаешь детектив, но при этом получаешь так много различной информации. Тут и какие-то исторические экскурсы, и географические факты, и даже культурологические изыскания. Словом, читаешь детектив и становишься образованнее во многих сферах жизни. Роман «Касьянов год» описывает события, происходящие в Киеве в первый год XX века. 1900 год был високосным, а в Святцах 29 февраля обозначен как День Святого Касьяна. И по этому дню называется весь год – Касьянов год. Итак, сыщик Лыков расследует в Киеве экономическое преступление, которое удивительным, а может и неудивительным образом перекликается с сегодняшней нашей действительностью. Что в этой книжке, на мой взгляд, еще очень ценное? Здесь дано прекрасное описание города Киева, матери городов русских. И вот в свете сегодняшних событий прочитать о Киеве без какой-то политической подоплеки, я думаю, и полезно, и интересно. Николай Свечин, «Касьянов год». Сюзан Петик. Книжка называется «Список желаний Бумера». Наверное, уже по картинке вы поняли, что Бумер – это собака. Его хозяйка Дженнифер очень занятой человек, молодая женщина, и она почти не уделяет внимания своему четвероногому другу. А пес мечтает как можно больше, ну и как все животные домашние, мечтает как можно больше времени проводить с своими хозяевами. Но вот пес заболевает, и хозяйка словно проснулась, словно очнулась от какого-то сна и решает все оставить и посвятить всю себя вот своему любимому псу. Она отправляется вместе с собакой в путешествие. Путешествие меняет всю ее жизнь. И она не просто путешествует с этим псом, она исполняет его желания. Желаний у Бумера много. И вот наблюдать по тексту за мыслями животных – это очень интересно. Но еще более интересно следить в тексте за действиями Бумера. Эта книжка очень легкая, очень добрая, очень светлая. Я вам рекомендую ее прочитать для поднятия настроения, для того, чтобы почувствовать себя человеком с большой буквы. Потому что меньшие наши братья дают нам такую возможность. Сюзан Петик. «Список желаний Бумера». Очень рекомендую прочесть. Мы благодарим Веру за такие ценные и полезные советы по выбору книг и продолжаем. Вот утренний душ и чашка кофе – эта привычка помогает мне проснуться по утрам. А какие у тебя привычки, Соль? Ну вот у меня какие привычки? Стараться сделать день наших телезрителей чуточку радостнее и полезнее. А вот из следующего сюжета наши зрительницы смогут узнать, какие привычки помогут им оставаться красивыми и бодрыми изо дня в день без чашечки кофе даже. Вот как. Правильная привычка номер 1. Перед тем, как приступить к выщипыванию бровей, всегда дезинфицируйте инструмент и тот участок кожи, с которым будете работать. Это необходимо для того, чтобы не занести инфекцию в образовавшиеся микроранки. Пункт номер 2. Для мытья рук лучше использовать специальное антибактериальное мыло, особенно если у вас проблемная кожа. Правильная привычка номер 3.
От второго подбородка отлично помогает простая процедура самомассажа с помощью обычного полотенца. Возьмите себе за правило повторять эти действия утром и вечером, и результат не заставит себя ждать. Для большей эффективности можно смочить полотенце в соленой воде. Следующий, 4-й пункт. Не забывайте обрезать кончики волос. Обновление среза поможет питательным веществам лучше распределяться по всей длине волоса. Периодичность процедуры индивидуальна для каждого. Привычка номер 5. Столовая ложка льняного масла натощак поможет обогатить ваш организм такими необходимыми для женского здоровья полезными жирами. Но помните, что у этого продукта особые условия хранения, при несоблюдении которых он теряет свои полезные свойства. 6-й пункт. Если вам сложно соблюдать правильный водный баланс, воспользуйтесь небольшой хитростью. Выпивая стакан воды, тут же наливайте себе следующий и оставляйте его на видном месте. И так каждый раз. Вам будет гораздо проще выпивать нужное количество воды, когда она всегда будет у вас на виду. Правильная привычка номер 7. 1-2 капельки лимонного сока, нанесенные утром прямо на вашу зубную пасту, помогут в борьбе за белизну ваших зубов, а также в качестве профилактики появления зубного камня. Пункт номер 8. Выработайте в себе привычку ежедневно выполнять некоторые асаны йоги. Йога идеально подходит для женщин, поскольку как никакая другая оздоровительная система влияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Правильная привычка номер 9. Носите с собой антисептики для рук. Конечно, они не смогут заменить полноценного мытья, но в ситуациях, когда у вас нет возможности вымыть руки традиционным способом, антисептик поможет сократить количество микробов. Уже завтра тысячи татарстанских детей с цветами в руках пойдут в школу. Активисты фонда Анжелы Вавиловой предложили идею – подарить классной руководительнице один красивый букет от всего класса, а сэкономленные деньги перечислить больным детям. И сегодня у нас в гостях организатор и председатель правления благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Доброе утро, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, идея этой акции возникла только в этом году или подобные акции уже проходили? Нет, у нас в Казани таких акций не было. Идея зародилась в Москве. Это дом с маяком, строительство, где идет детского хосписа. И они, значит, слоган выдумали: деньги вместо цветов. И подарок за место цветов, значит, собирать деньги на строительство хосписа. Но мы тоже к этому как-то медленно шли, потому что думаем, все-таки радость детям и учителям. Ну, а по идее потом, когда родители пришли к нам же пришли родители, да, с детьми к нам в хоспис ходят, подарки делают детям, нашим пациентам, спектакли устраивают. И говорят, а почему бы мы эту акцию не перенять? То потому есть поддержали. Что поддержали. Эта инициатива-то пошла, будем говорить, от родителей пошла и от детей даже. То есть один букет хороший, да, подарить учительнице, потому что ее все любят, мы все любили своих учителей. А остальные деньги собрать, у нас же много школ. Я не говорю, что обязательно фонд Анжелы Вавиловой там, на хоспис. Есть нуждающиеся, есть больные тоже в каждой школе, там ученики. Просто определить какой-то, как родительский комитет, собраться и вот эти деньги перечислить нуждающим. Мир добрее станет. Ведь вот у нас в рамках уроки доброты к нам приходят в хоспис, где детям помогают, то есть спектакли ставят, играют с детьми, они другими становятся, понимаете? И они уже в очках ботаника не назовут одноклассника, вот посетив наш хоспис, они вообще вот меняются. Учатся состраданию. Учиться состраданию. Не тоже состраданию. Я всегда, когда выступаю в школу, к детям говорю, они такие же дети, но чуть-чуть болезнь подковала. И вы относитесь к ним как к ровесникам, как не то, что вот... К равным. К равным, да, потому что тоже ущемлять его права. Он больной, и будешь там косо на него смотреть, так не надо. Надо просто быть на равных. И вот это, доброта спасет это поддерживает мир. И детей, которые заболели, и те дети, конечно, дарят свою радость. Да. Вы уже давно сотрудничаете со школами и проводите занятия. Каких результатов вы бы хотели достичь в завершении этих занятий? Во-первых, чтобы мировоззрение наших детей маленько стало другим. Ведь, по идее, многие, кроме гаджетов, мир вокруг себя не видят уже. А мир есть как две стороны медали. Есть хороший
хорошее, есть плохое. И вот надо и это, и чтобы они разбирались, где плохое, где хорошее. И все равно все-таки мир меняется к состраданию. Вот к нам приезжают в хоспис, понимаете, на стажировку ученики 15-16 лет все лето работают в нашем хосписе волонтерами. Даже вот наша Чулпан Хаматова, дочку свою, на все лето присылает. С Америки приезжает к нам. Именно трудятся ученики волонтерам. И я скажу, что дети таких уже крупных начальников там туда-сюда приходят и работают. И они другие становятся. Они говорят, нет, мы будем просто на самом деле по-другому на мир смотреть. Зов души у детей, да? Крик души. Действительно. И только направить их стоит вот правильно, как это делать, поговорить, объяснить, и все. И вот на самом деле мы мир поменяем, просто Конечно. мир поменяем. Вот как вы уже сказали, что приезжают даже с Америки, Казанский хоспис, он действительно знаменит не только в России. А вот известно, что его возможностей не хватает, и сейчас идет строительство нового здания. Не идет, не строительство. Еще. Вопрос в том, что сейчас вопрос касается земли. И слава богу, что Рустем Нургалеевич пошел навстречу, мое письмо, и мэр пошел навстречу. Вот у меня с собой письмо, где он дал указание уже премьер-министру разработать проект о передаче участка земли под строительство, второго стационара. Вот так будет выглядеть концепция строительства второго стационара. Видите? Да. Вот это будет палата, здесь двухэтажная, так административная. И суть в том, что участок уже готов, концепция разработана. Мы хотим, вот у нас же детское и взрослое отделение, вот мы хотим взрослое отделение сюда перевести, на 60 койко-мест будет. А где сейчас взрослое отделение у нас на Академии Королева 67, мы увеличим детское до 40 мест. Суть в том, что у нас сейчас поступают дети, к сожалению, с 2-3 месяцев. У нас, хотя и рождаемость хорошая идет, но все равно инвалидов болеют. Уже много. Да. Даже в Москве уже стал вопрос, Собянин сейчас при перинатальном центре уже паллиативное отделение открывает. Понимаете, это не успев родиться, уже попадается в стадию детей, терминалов, мы их так называем. Ну что ж, Владимир Владимирович, мы хотим пожелать вам удачи, конечно же, успеху. Спасибо за то, что вы делаете. И пожелать всем, наверное, нашим жителям и детям, пусть дети будут живы, здоровы и радуют нас, да, и, как говорится, удачи вам во всем. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Успехов. Пусть все, и кто будут попадаться вам на пути, и все, с кем вы будете работать, переносят вам только пользу и помогают развитию вашего такого благородного и важного дела. Спасибо большое. Реклама на ТНВ, она будет недолго, мы скоро вернемся. Доброе утро! Мы продолжаем. Сегодня пятница, и самое время составлять планы на выходные. Тем, кто планирует отправиться в кино, у нас есть рекомендации. Начнем с премьеры, которая должна понравиться девушкам. Комедийная мелодрама «Как женить холостяка». Расклад такой. Закоренелый холостяк и коварная соблазнительница приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе. В самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и, наконец, женить холостяка. В общем, сочинение на тему «Укрощение строптивого» в 2018 году. Тут нет асфальтированных дорожек, я же на шпильках. Ты не мог бы перенести меня? Что? Так медленно меня еще никогда не носили. Жрать надо было меньше. Далее фантастика с 50-летней выдержкой. 2001 год. Космическая Одиссея. Фильм Стэнли Кубрика вышел в 1968, и, видимо, спустя 50 лет новый широкий прокат должен взбудоражить умы фанатов. Тем более, что фильм отреставрирован. Глупо было бы создавать интригу к фильму, который все могли изучать последние полвека. Но для тех, кто не в курсе, история о космическом путешествии, всяких сюрпризах в бездне вселенной. Но это не главное. Это скорее философская работа, которая задает вопросы, а не дает ответа на них. Кто мы? Откуда мы? И что вообще здесь происходит? В общем, самая необычная премьера, не премьера за последнее время, со всех точек зрения. Ну и еще одна старая история, но уже в новом обрамлении. Гоголь. Страшная месть. Гоголь опять борется с какой-то нечистью.
В окрестностях Диканьки неизвестный черный всадник ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что-то. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писатель Николай Гоголь должен разбить свои чары и победить древнее проклятие. Ни одному из смертных еще не удавалось это. Но Николаю Васильевичу, конечно же, удастся. Может быть. Мы продолжаем. Что это? Красивые ноги. Украшение любой женщины. Впрочем, как и остальные части тела. Хорошо, что ты добавил. Предлагаем вам комплекс упражнений, который поможет сохранить стройность и привлекательность бедер. Мужчинам эти упражнения тоже не повредят. Разгибание колен сидя. С выдохом тяните мышцы ног за носком. Спину сохраняйте ровной. Макушкой тянитесь вверх. Отведение колен в позиции. Носки держите вместе. Руки вытяните вперед. Балансируйте. Отводите колени и возвращайте в исходное положение. Подъем бедра. Правая голень перед собой, левое колено отведите назад, корпус чуть-чуть наклоните вперед. Выдох, поднимайте колено вверх, вдох, опускайте вниз. Выполните упражнение на другую сторону. Толчок стопы. Ногу, согнутую в колени, поднимайте вверх и толкайте стопу с усилием назад. Повторите на другую сторону. Русалочка. Ладонями тянемся в стороны. С выдохом наклоняйтесь на правую ладонь, одновременно вытягивая левую ногу. Выполните упражнение на другую сторону. Отведение ног в положении лежа. Упор на ладони, плечи и лопатки приподняты. Стопы вытянуты, ноги на весу. На выдохе отводите ноги врозь, на вдохе возвращайте в исходное. Летом заниматься спортом на природе. Скажи, да. Согласись? Вообще, летом заниматься спортом на природе. На природе и любое другое слово. Да, Вот можно зимой вставить. такого себе уже, наверное, не позволишь. Позволишь? Зачем? Будет очень весело. Правда, недолго, но весело. Мы продолжаем. Мы прямо сейчас хотим представить вашему вниманию афишу городских событий. Осталось лишь 2 дня, чтобы успеть посетить замечательную выставку русского авангарда, которая отражает все этапы становления этого направления. Начиная с творчества Врубеля и Мусатова, чьи работы стали первыми предвестниками авангарда, заканчивая его наиболее яркими проявлениями в полотнах символистов, кубистов, футуристов, примитивистов и абстракционистов. Произведения художников из знаменитых объединений начала прошлого века: «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Синий всадник». Работы Боткина, Синезубова, Ларионова, Кандинского представлены на выставке.
Тех, кто хочет научиться завораживающему гипнотическому белли-дэнсу, ждут сегодня в студии танца Fun Fitness. Здесь пройдет бесплатный мастер-класс по восточному танцу. Самое замечательное в этом танце то, что он подходит женщинам любого возраста и комплекции, укрепляет мышцы, поднимает настроение, позволяя каждой почувствовать себя обворожительной восточной красавицей. Зулика Малова и ее австралийская группа Children of the Underground, выступив на фестивалях «Крутушка» и «Тат Культфест», сегодня, наконец, дадут полноценный сольный концерт. Зулика Маловой пришлось переехать в Австралию, чтобы заново открыть для себя притягательность татарских песен. Ее творчество сочетает в себе этнические мотивы многих народов, делая его уникальным и прекрасным, что подтверждается высокими музыкальными наградами и популярностью во всем мире. Ну а сейчас поговорим о погоде на последний день уходящего лета. Сегодня синоптики обещают нам малооблачную погоду, преимущественно без осадков, ветер будет слабый. Температура воздуха поднимется до 25, местами до 26 градусов тепла. К вечеру температура воздуха понизится до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха в пределах нормы. Магнитное поле Земли спокойное. Так что пятница обещает нам прекрасный день, замечательную погоду и хорошее настроение. Ну а если вам взгрустнулось и вы решили провести этот день дома, проводить, так сказать, лето со всеми почестями, то можете включить телеканал ТНВ и прямо сейчас узнаете, что же предлагает он своим телезрителям. Мы с мужем живем нормально, вроде. Вот он у меня работает тренером по плаванию в детской спортивной школе, а я официанткой в ресторане. О. Да. Мы зарабатываем нормально, жизни хватает. Ну что, дочка у нас учится в институте на экономическом. Новой клиентке Марии кажется, что ее муж что-то от нее скрывает. После неприятного инцидента на ночной улице он изменился до неузнаваемости. Но что действительно случилось тогда, в этом предстоит разобраться команде психологов. Группа «Счастье» смотрите сегодня в 12:00. Летом город продолжает жить насыщенно и творчески. В этой программе расскажем, как течет река времени, что объединяет и различает работы художников Скобеевых. Смелые импровизы звучат в старом городе. ДК сегодня в 14:15. Я влюбилась в того самого мужчину, который приходил сюда и разыскивал вас. Поразительно искал вас и нашел меня. Впрочем, он еще об этом не знает, но я его нашла. Я чувствую, он мой, Клавочка, мой. Может быть, не ваша, а собственной жены? Нет, это исключено. Он холостяк. Она уверена, что любить уже поздно. Но одна встреча меняет все вокруг. И когда кажется, что этого просто не может быть, в сердце вместо презрения и жалости зарождается настоящее чувство. Ирина Купченко, Мариана Вертинская, Александр Збруев, Елена Соловей в фильме о любви и надежде. Одинокая женщина желает познакомиться. Сегодня на ТНВ. А у нас прямо сейчас пришло время узнать продолжение сегодняшнего гороскопа. Начинаем. Весы. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. У одиноких возможны перемены в личной жизни. Однако придется сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе. Я задумалась. Подумай. Скорпионы. Велика вероятность конфликтных ситуаций с коллегами или начальством. Проявляйте осмотрительность. Сплетни и злые языки постараются вам навредить. Не вмешивайтесь в чужие разговоры, а тем более в споры. Стрелец. Велика вероятность встречи со старым другом. Общение с противоположным полом подействует на вас благотворно. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Очень интересно. Я прям даже хочу сегодня телефон выключить и посмотреть, как это все случится без телефона. Ну, хорошо, потом расскажешь. Козероги, ваша работоспособность вызовет у руководства желание взвалить на вас дополнительные обязанности. Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного решения. Вечер звезды рекомендуют посвятить вопросам личной жизни. Водолеи. Велика вероятность скорых перемен в служебном или общественном положении, но не забывайте уделять внимание собственному здоровью.
Вот, за здоровьем следить, тем более в конце лета. Я сейчас все буду говорить только про конец лета, в сентябре. Ну, что еще? Рыбам гороскоп на сегодня советует воздержаться от крупных трат, возможны досады, недоразумения с близкими людьми. Увиденный накануне сон скоро исполнится. Наша программа на этом завершается, как и лето завершается, да. Но вот что вы увидите в понедельник, уже осенью. Снова в школу. Начните учебный год с нашей программой. Приятного аппетита! Готовим детскую запеканку. На здоровье. Несложные способы избежать инсульта. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Как же быстро оно ушло. Но мы не будем ни в коем случае отчаиваться, потому что наша программа продолжается. И в понедельник наши коллеги Светлана и Влад скажут вам здравствуйте. Ну а мы благодарим всех, кто был с нами всю эту неделю, все это лето. Сегодня с вами были Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедянова. И, кстати, если вдруг вам захочется вновь окунуться в лето и почувствовать эти жаркие нотки июня, июля, августа, вы сможете посмотреть повторы нашей программы на сайте www.tnv.ru. А еще мы есть в YouTube. Конечно же, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Задавайте свои вопросы, на которые мы постараемся ответить в последующих наших программах. Также мы есть в Инстаграм и также ждем вас. Подписывайтесь. Всегда с удовольствием пообщаемся с нашими телезрителями. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Не стоит. Скоро, кстати говоря, наступит тот самый день, когда мы все с вами, помимо того, что ушло лето, начнем петь про календарь, который мы перевернем, а там снова будет 3 сентября, бабье лето будет, друзья, обещаем. Так что погода продолжает нас радовать. Спасибо всем за внимание, мы вас любим. До встречи на ТНВ. Здравствуй, осень! Что такое? Ну ладно, это в следующем эфире. До свидания. Всем пока!